политически, с нашей стороны тоже. Лидер политической партии «Бүтін Кыргызстан» Адахан Мадумаров будет судиться с Центральной избирательной комиссией. Об этом он заявил на пресс-конференции. По его словам, оспаривать в суде незаконное решение Центра избиркома – это конституционное право, и политорганизация его использует. Он добавил, что партия в течение 10 лет проявляет терпение. Но, как выясняется, в нашей стране защищать свои права законными методами сложно. Какое решение примет народ? Я буду вместе с народом бороться за наши права, сказал Адахан Мадумаров. Но, как выясняется, что в нашей стране законным путем, конституционным путем защищать свои права не получается. Теперь это право остается у народа Кыргызской республики. Народ какое решение примет, я полностью буду поддерживать и готов на стороне народа бороться за наши права. Другой участник пресс-конференции Эмирбек Суваналиев заявил, что уже который год они выступают за то, чтобы в парламент не прошли представители криминальной среды. Однако Суваналиев сетует, что проиграли именно этой мафии. Поэтому, исходя из этого, все политические силы, которые являются провластными, решили нас убрать. Вот это весь корень разговора. Теперь вы спрашиваете о последствиях. Что будет последствия? Мы боролись, будем бороться. Это политическое решение, политический заказ. И мы постараемся доказать это все. Между тем, сторонники партии собрались у бизнес-центра и требовали объективности и справедливости решения Центра избиркома. Тиги дордой нетегинен сатылып келген эл жок. Берде чын жүрөгү менен тура эле туугандар. В свою очередь Мадумаров вышел к собравшимся и сообщил, что в Кыргызстане невозможно решить вопрос в рамках закона и конституции. Он верил, если народ выйдет на митинг в поддержку партии, то он будет в их рядах также. Бүтін Кыргызстан саясий партиясы тарабынан эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Бардыгы мыйзамга шайкеш келет. Талаптары так аткарылган. Борбордук шайлоо комиссиясына Бүтін Кыргызстан партиясын каттоо жөнүндө сунуш берип атат токтомго. Напомним, вчера Центр избирком не зарегистрировал Бүтін Кыргызстан на участие в парламентских выборах. В качестве основания данного решения было приведено нарушение партии и порядка определения кандидатов. Природа деятельности, вообще вот ЦИК, решение, принимаемое ЦИК, оно основано на принципах голосования. Правильно? Проект может быть разным. В ходе обсуждения этот проект он всегда может быть изменен по предложению членов ЦИК. Вчера, возможно, приготовили, но на моем мониторе был проект решения ЦИК, где указаны о нарушениях политической партии Бүтін Кыргызстан, нарушениях конституционного закона о выборах президента и депутатов парламента. Вместе с тем, некоторые члены Центра избиркома обвинили главу ведомства в фальсификации документов. Член избирательной комиссии Атыр Абдрахматова возмутилась тем, что решение рабочей группы до перерыва было иным и тем самым нарушило закон. Но ведь это факт. В прямом эфире СМИ показала, что документ не предоставили. А если его нет, то как я буду голосовать? Напомним, ранее экс-депутат Турсунбай Бакирулу, который намеревался пойти на выборы с Бүтін Кыргызстаном, жаловался на то, что его переместили в списке на несколько позиций вниз. Однако избирательная комиссия на его жалобу не отреагировала. Кроме этого, в свою очередь, председатель ЦИК Нурджан Шайлдабекова отметила, что партия Бүтін Кыргызстан имеет все права обратиться в суд, и если он их оправдает, то готова допустить партию к выборам. Айдаматбекова, Эрмек Раимбеков, Нью ТВ.